Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Гани Абдрасилов, советник госслужбы второго класса. Второго класса. И экс-советник премьер-министра. Да. У Кулова вы были, да, Да, советником? Да, 2005-2007 годы. Да. И на многих других Ну и должностях начальником работали. управления в правительстве работал. С судами сталкивались. И у вас есть свои законопроекты писали. Обязательно. Да. И вот судебная система, вот мне кажется, многие говорят, что за 30 лет как-то вот судебная система как-то у нас не установилась, и должны реформировать, уже много реформируется, много грантов получается, Европейский Союз, там многие другие помогают, дают, присылают, проекты делают, и все равно реформа не очень получается как-то. У вас какие соображения на этот счет? Ну, я, во-первых, буду рассуждать как гражданин Киргизской республики. Во-вторых, я имел некоторый опыт общения с судебной системой, причем достаточно длительный. Вот. И поэтому хотел бы сказать, что вот в последнем номере общественного рейтинга судья Базарбеков, председатель Верховного суда, он выдвинул новую идею. Да, у него, так сказать, эта идея в чем заключается? Она очень привлекательная, первоначально, если почитаешь, она очень привлекательная. То есть он предложил на втором этапе реформы как бы внести изменения в действующее законодательство и за ущерб и компенсацию пострадавшего, которого незаконно, так сказать, привлекли к ответственности, там, уголовной, гражданской, я так и не понял, какой, чтобы ему компенсацию выплачивали не из бюджета, как это принято сегодня, в случае, если пострадавший подаст иск на то, что ему нанесли ущерб какой-то, а чтобы этот ущерб ему выплачивали судьи, следователи, которые вели дело, и прокуроры, которые вели надзор. Оно вроде очень привлекательное, но, понимаете, есть базовые понятия, это право человека. И поэтому мне кажется, это мое, конечно, субъективное мнение, дело в том, что эта норма не пройдет. Почему? Потому что, и самое интересное, что на эту тему почему-то нет никаких обсуждений в нашем, скажем так, юридическом обществе, там, еще в каком-то. То есть нарушается право человека, ведь следователь, прокурор – это такой же гражданин, как и любой из нас. Ну, если нарушили, если они доказывали, оказалось, что человек не виноват, должны что-то понести наказание? Вы знаете, они должны понести наказание, но не материальное. Не материальное. Дело в том, что… Но материально не помешает, мне кажется. Нет. Дело в том, что прокурор, следователи, они же не одни принимали участие в рассмотрении этого дела. Их может быть там несколько человек. Это могут быть эксперты, неправильно какие-то заключения сделал. Это может быть еще какие-то, несколько следователей. И что тогда? Коллективно все должны нести материальную ответственность? Или как? И кто будет определять? Судьи кто? Судьи? Подождите, я дойду до судей. Так. Понимаете, дело в том, что Базарбеков, он вроде бы, ну вот я отслеживаю, он вроде бы пытается что-то изменить, но он не затрагивает самое главное, это саму судебный корпус. Не систему, а судебный корпус. Ну, может, еще не дошла очередь? Он не знаю. Мне кажется, наверное, надо было бы… Ведь, смотрите, наш президент и Ташиев, они начали очень серьезную борьбу с коррупцией. Они начали там ликвидировать. И вот я внимательно отслеживаю, это мне очень нравится. И я думаю, что всему населению это нравится. Но дело в том, что осенью Ташиев сказал о том, что теперь он будет бороться с судебной системой. Каким образом… С нарушениями закона с нарушениями, да, с коррупцией в судебной системе. Каким это образом он будет бороться? Я, правда, не понимаю, не знаю. За руку поймать это судью очень сложно. Это сверхсложно. Там рядового коррупционера, предположим, поймать особо проблем не стоит. Для этого есть оперативные действия и так далее. А вот судью поймать на элементах коррупции, это очень сверхсложно. Поэтому Ташиеву, конечно, если он будет и дальше продолжать
и надеется, что он победит судебную систему, я думаю... Коррупцию в судебной системе. Коррупцию в судебной системе, я, может быть, оговариваюсь. Вот. Поэтому здесь нужно фундаментально менять вообще саму процедуру принятия судебных решений. Почему? Потому что сегодня по существующей системе на районном уровне, а в основном все коррупционные схемы строятся в первую очередь на районном уровне, на первичном уровне. Поэтому и решения судебные принимает единолично, я подчеркиваю это слово, единолично судья. Независимо там как его. Ни от чего. Ни от кого, ни от кого, ни от чего. Независимо от законов, независимо от ситуации. Он утром встал, ему сегодня принимать решение, либо у него настроение там это плохое, либо у него там какая-то связь есть с одной из сторон спора, коррупционная связь. Ну, я не думаю, что там от настроения зависит. Это же дело-то длится иногда длительное время. Я понимаю, но дело в том, что судья может смотреть особенно на ту или иную сторону в зависимости от симпатий. Это тоже очень много значит. Ну вот, предположим, не понравился ему там адвокат одной из сторон. И она, просто не понравился по-человечески. И она принимает отрицательное решение. Ну, не настолько, наверное, прямо должно зависеть. Один из элементов. Самое главное все-таки коррупция. Независимо от законов. Да. В законах как написано? Судья должен руководствоваться только законами и своей совестью. И объективной, так сказать, и объективным отношением к обеим сторонам. Но вот это только своей совестью побеждает все. Если у судьи нет совести, никакие законы ничего не играют никакой роли. Я просто знаю много случаев, когда судьи на районном уровне не признают действующие нормы законодательства. Никто ничего не сделал, Гражданского кодекса, Гражданско-процессуального кодекса, там, уголовного и так далее. То есть, ведь самое главное, отсюда начинается вал процессов. Если я не согласен с решением, единоличным решением судьи, я считаю, что я прав, я начну писать апелляцию в городской суд, во вторую инстанцию, где там 3 судьи должны принять решение, правильно судья принял решение или неправильно. И у нас еще ввели такое понятие определения. Раньше было просто постановление, решение и так далее. Сегодня понятие определения. А определение не поймешь. Он может опять определением вернуть назад. Непонятно для чего. То там сроки пропущены, то еще что-то. Чисто, может быть, технически как-то не так сделано. Поэтому... Ну, имеется в виду решение, так назвали. Да, нету четкого решения апелляционного суда. То же самое происходит, если я не согласен с апелляцией. Мне пишут, можете обратиться в течение там, срока, который установлен законом, там, в течение 30 дней, обратиться в Верховный суд. Это в кассационную, так сказать, жалобой. Там тоже 3 судьи принимают решение, но это небожители, они обычно в детали не вникают. Они обычно, я, конечно, не хочу утверждать, что это так, но мне кажется, это просто я с этим сталкивался, мне кажется, что Верховный суд там вообще особо не церемонятся и тоже дают, опять же... Они главным образом смотрят процедура, процедура, да, технические вопросы, понимаете? А это же решается судьба либо человека, либо компании, либо еще что-то. То есть судебный процесс – это судьба того или иного гражданина, или бизнеса, или еще что-то. Поэтому здесь, как вы правильно сказали, тут совесть у судьи должна быть на самом высоком уровне. А вот этого но, нет. к сожалению, нет. Я не говорю, что все судьи там такие-сякие. Нет, там, наверное, много и хороших судей, честных, порядочных. Но, понимаете, рассчитывать только на моральный фактор в судебной системе, мне кажется, нельзя. То есть нужно создать такие условия, чтобы судья не мог, даже если ему не нравится одна из сторон, но он должен принять объективное решение. И тогда, кстати, сократится количество жалоб в апелляционную инстанцию, в Верховный суд и так далее. То есть разгрузится сама система, если на первичном уровне, я уже 3-й раз повторяю, на первичном уровне будут приниматься наиболее справедливые и объективные решения судей. А что для этого нужно? Вы задаете вопрос. А что для того, чтобы изменить эту ситуацию? У вас какие есть предложения? У меня предложения, да, это мои тоже, как бы исходя из прошлого опыта, там, из прошлой системы.
Раньше, в советское время, сейчас мне будут говорить, вот советская система, советская. А советская система была тоже очень даже грамотно продумана именно в части принятия решений. Был судья и было два народных заседателя. Эти два народных заседателя имели равное право при принятии решений, судебного решения. И если один из них не согласен был с решением судьи, он имел право особого мнения письменно представить особое мнение. И оно прикладывалось к делу. Если же двое были против, неважно, там судья и один и так далее, то решение не принималось. Вообще, так сказать, закрывалось это дело. Поэтому, мне кажется, сегодня нам надо вернуться вот к той системе, когда... Ну, не буквально вернуться, наверное, а вот Нет, использовать тот опыт, наверное. Тот опыт. Я сейчас объясню теперь, каким. Ведь сейчас меня будут обвинять в том, что можно с заседателями договориться, там, что это вот они тоже станут коррупционерами и так далее. То есть и такое будет обвинение, по моему предложению. Тут нужен как раз-таки другой механизм. Если в советское время там, через райком, через еще какие-то органы партийные, советские назначали заседателей, то сейчас этого нельзя делать. Сейчас нужно создавать банк данных людей, которые там, по каким-то определенным характеристикам могут быть судебными заседателями, народными заседателями. То есть это возраст, это может быть стаж, это может быть еще что-то и так далее. Ну, конечно, не молодежь сажать рядом с судьей, а именно уже людей, умудренных жизненным опытом определенным. Потом, вторая процедура. Этих людей нужно отбирать, создавать банк данных, допустим, по каждому району или по городу и так далее. И в момент, когда будет назначаться дата судей, дата рассмотрения дела, то ли за сутки, то ли за двое, методом лотереи, типа электронной, так сказать, рулетки. Случайный выбор. Случайный выбор, да. Сегодня выбрали на этот процесс Иванова-Петрова. Завтра на второй процесс выбрали там Ахматова, еще кого-то и так далее. То есть уменьшается скорость возможности заключения коррупционной сделки, я так бы сказал. То есть не успеешь ты договориться, если я захотел там кого-то, так сказать, купить из народных заседателей, а для этого надо и судью купить, и еще народных заседателей. То есть тут абсолютно будет такой вот, скажем, объективный процесс. Мне могут возразить и сказать, да, это люди неграмотные, они не вникли в суть дела и так далее. Понимаете, народный заседатель, он не для того сидит, чтобы вникать во все детали судебного процесса, а он должен сидеть, слушать и понимать, насколько справедливо все-таки относится судья к этому процессу, к тому или иному процессу. И он где-то должен, ну это, понимаете, это даст возможность многократно сократить уровень коррупции. Я в этом не сомневаюсь. Ну, по идее, без всяких заседателей судья сам должен быть таким. Нет, но это в идеале. Да. Это но в идеале. Так как все это прогнило, и очень трудно найти честных судей, вот Нет, может быть новый вот этот... это же... как присяжные, правильно? Да. Но то же самое, ведь на сотни лет на Западе там этот суд присяжных. Ну, суд присяжных у нас тоже есть, но только по особо громким уголовным делам, где должны они сказать, виноват, не виноват. А потом уже меру виновности да, судья. А здесь я предлагаю, чтобы особенно, вот знаете, административно-хозяйственных дел очень много. Там кто-то кого-то обманул, кто-то кому-то там не додал, кто-то мошенники и так далее. Вот в этом плане у нас очень все суды завалены делами. Именно вот, особенно в гражданских делах. Уголовные, я не знаю, там, мне как-то Бог меня миловал это разбираться в уголовных делах. Но мне кажется, особенно вот в гражданско-процессуальных делах нужны вот такие вот люди, которые могли бы, ну, скажем так, встряску такую. Встряску, да. И второе, чтобы судья чувствовал ответственность. Тогда, а у нас, я вот обратил внимание, у нас в основном сегодня, после этих ротаций, после этих процедур, которые вот Садыр Нурхатович объявил, там прошли они, очень много молодых судей. И очень амбициозные, я вам скажу.
очень амбициозные. И в основном это женщины. Вот вы у меня спрашивали, откуда в основном молодые женщины. Они все бывшие помощники, там еще кто-то там. Они в этой системе покрутились, поступили на заочные или очные, там, прошли. Но у них у всех абсолютно мало жизненного опыта. И потом, сегодняшняя вот эта круговая порука, которую вот наш председатель ГКНБ пытается разрушить. И я вот честно всей душой за него, чтобы он это сделал. Но ему надо помогать. А помогать мы можем как? Вот я со своей колокольни лет вот предлагаю, допустим, один вариант. Кто-то может предложить другой вариант. Чтобы просто мы не силовыми методами, не методами ловли на живца там, или еще каким-то методом ловили этих судей. Коррупционеров, особенно в судебной среде. Просто я же говорю, они, судьи, они гораздо грамотнее, они очень, их очень сложно обвинить они в коррупции. Так все обставляют, что не что поймаешь, там не через подкопаешься. 5-10 там посредника, там, это, знаете, это абсолютно практически невозможно. Поэтому, мне кажется, вот я просто обращаюсь к Ташиеву, чтоб... Нет, серьезно я говорю. Я же все-таки много лет на госслужбе это отработал, знаю, о чем говорю. Особенно Ташиев, если он действительно настроен. И обращаюсь к председателю Верховного суда в первую очередь. Вот он, я не знаю, насколько он искренне хочет изменить судебную систему. Ну, должность обязывает. Должность обязывает, это одно. Человек может формально, так как должность обязывает. А может быть, он искренне это хочет искоренить вот это. Поэтому я как бы подсказываю один из вариантов. Может, я не прав, пусть меня обвинят. Но мне кажется, эту тему, а ведь это затрагивает весь народ республики. Ведь, понимаете, и самое интересное, я вот наблюдаю, это же уже второе выступление Базарбекова. Первое он дал в вечернем общественном рейтинге 19 октября. Первое его интервью по совершенствованию судебной системы. Второе вот недавно вышло, недели 2 назад, тоже в общественном рейтинге, где он как раз провозгласил о том, чтобы вот следователи, прокуроры материально отвечали за незаконные действия и так далее. Ну, наверное, и они должны отвечать, и судьи Нет, они тоже. не могут материально отвечать, но поймите Ну, вы. почему бы нет? Это их зарплата. Мы же не говорим, что этот следователь Ну, тогда коррупционер. никого нельзя штрафовать. Это его зарплата и его права человека. Нет, а кого вы собрались с этого? Не, вообще, в принципе. Нет, если человека, следователя или прокурора поймали на коррупционных делах, то он должен нести в соответствии с законом ответственность, уголовную ответственность, не только материальную. Но если из-за его действий незаконно осудили кого-то, какую-то ответственность он должен нести, Он не будет- только моральную. Нет, конечно, там дисциплинарная комиссия есть, существует и так далее. Будут рассматривать, насколько он профессионально провел это расследование. Потом я вначале вам сказал, дело в том, что в любом процессе участвует не один следователь. Там у него есть эксперты, у него есть там прокурор надзирает и так далее. То есть они все Ну, коллегиально... прокуроры всегда заодно Это со понятно, но следователями, 90%. я сейчас защищаю права гражданина. А прокурор ли, следователь ли, эксперт ли, еще кто-то, это граждане, на которых распространяется право. Не, хорошо, пусть они имеют права. Но если из-за тебя человека осудили, да еще и к сроку, например, должен нести в любом случае ответственность. Но я же не не только отрицаю. он, но и судьи тоже. Это само собой. Но я же не отрицаю этого. Но при одном условии. А кто потом будет определять, справедливо осудили или несправедливо? Опять Ну, следующий комиссия судья. дисциплинарная. Какая или комиссия? другая, какая там Вы определяет. знаете, в судах тысячи Не, дел. если человека оправдали, верховная инстанция, Ну. высшая, то ясно, что кто-то виноват. Правильно. Из судей, из следователей, Правильно. из Я прокуроров. все-таки возвращаюсь к материальной, так сказать, части. Дело в том, что тогда тот, кого оправдали, он должен подать иск на судью, на следователя и на Ну, подает. прокурора. Подает. Пусть подает. Раз меня оправдали, Нет. А я сегодня никто имею не право запрещает. подать. Сегодня никто не запрещает. Пусть А в подаст чем иск. проблема тогда? А проблема в том, что ему иск
этот материальный ущерб, он же пишет, мне 1 миллион сомов, это мой материальный ущерб, который незаконно, так сказать, на меня навесили. Ему платят из бюджета это. Ну, не обязательно то, что он просит. Он может запросить 1 миллион, а ему определят там 50 тысяч, кто например. определит опять? Ну, кто решает? Ну, кто? К кому он обращается с апелляцией? В суд обращается. Ну, вот суд и решает. А судья скажет нет, Ну, откажется. мы не знаем, что он скажет. Не, понятно. Раз понятно. виноват, надо определить меру наказания Но есть, виновному. вот поймите, в уставах, там, в этих положениях, о прокуратуре, о следственных органах, это все расписано, ответственность за Ну и незаконные всё. решения. А в чем проблема тогда? Проблема в том, что они никто не платит из своего кармана ущерб. Сейчас. Да, сейчас, только с бюджета. И это неправильно, мне кажется. Почему бюджет должен расплачиваться за нарушение закона этого следователя? Не знаю, не знаю. Ну, в любом случае, реформировать надо. Я согласен, но, вот знаете, все-таки надо в корень, как говорят Кузьма Прутков, зри в корень. А корень, мне кажется, это вот решение, единоличное решение Да. судьи районного Да. уровня. Эти судьи дают клятву. Это понятно, они Эта клятва они сейчас подписывают. 0 стоит, если он Не, ну, тут я- же коррупцией Не, занимается. ну это, понимаете, это теоретически. Я же сказал, что среди судей очень много и порядочных, Хорошо. которые соблюдают Ну а почему и допускается, клятву. они учатся, сдают экзамены там, и так далее, да, проходят конкурсы и так далее. Президент оказывает доверие, назначает их. Они еще при этом при народу дают клятву, и эта клятва... Ноль внимания на эту смотрите, клятву. за последнее время, вот за эти последние 2 года, посмотрите, сколько судей сняли с работы из-за незаконных действий. Это о чем говорит? Раньше такого вообще, это был прецедент. Конечно, Если при да. Атамбаеве, там, и при Джембекове я вообще не помню такого. А вот Джапаров и Ташиев, они сейчас вот действительно ведут такую активную борьбу с коррупционерами. Но единственное, я почему сегодня согласился как бы выступить, то есть борьба с коррупцией в судебной системе самая сложная из всего, что там они там сделали. И здесь нужны очень, очень грамотный подход, очень грамотный, но не нарушая прав человека. Никто не возражает. Да, Это- не надо нарушать, но если человек из-за действий этого судьи, следователя или прокурора, человек был осужден и отсидел, извините меня, просто Не, в он шею и гнать сегодня- таких надо. Он и сегодня имеет право подать апелляцию. Понимаете? Ну, Он- подают, ему подают. никто не запрещает, закон разрешает, что он незаконно отсидел там и так далее. И он пишет этот, как его, Ну, компенсацию. ваша мысль получается такая, что надо находить этих нарушивших закон следователей, но чтобы они из своего кармана ничего не тратили. Да нет, оно так и есть сегодня. Я же не говорю, что надо. Оно так и есть. Если компенсируют, то компенсируют с бюджета. Вот. Получается, их карман нельзя трогать. Их могут снять с работы, их могут понизить должности, их могут осудить за незаконное действие. И Точно правильно, так же. и правильно. Я же не спорю с этим. Мгм. Но с их зарплатой платить за какие-то там якобы Не незаконные... нарушай. Ну что значит не нарушает? Дело в том, что закон, он, как говорят, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Ну тогда, извините меня, закон плохой. Нет, не в законе дело, не в законе дело. Вот мы с вами тут друг друга что-то недопонимаем. Я просто хочу сказать, что инициатива председателя Верховного суда, она очень привлекательная. Она очень такая, вот она для массы народу, кто читал, все будут говорить на ура, что да, давайте это делать. Но, понимаете, нарушается фундаментальное право человека в лице следователя, прокурора, там, экспертов. Там же целая группа людей работала, и вся эта группа, допустим, приняла неправильное решение. А суд и принял во внимание решение И оправдал. следователя и не оправдал. Обвиняемого оправдал? Ну, допустим, оправдал. Да. Но, Значит, они должны нести значит, ответственность. плохой эксперт, он неправильно Правильно. сделал. И эксперта надо, и всех Правильно. других надо наказывать. А сегодня так и делают. Сегодня Ну, так и делают. Но не из кармана, у него зарплата, понимаете? Он А на почему нельзя трогать зарплату?
Нет, ну, у нас же принимают решения. Вот и судьи снимают, и следователей сажают, и прокуроров снимают. И это все делается. Если он своим карманом не почувствует ответственность, он и дальше будет нарушать, этот следователь Нет. или прокурор. Вот вы, может быть, пройдет время, вы поймете мою мысль. Вот сегодня я пытаюсь вот вам, ведущему, объяснить, и вы все-таки настроены так агрессивно против Не то, что наших агрессивно, но если правоохранительных он органов. из-за него человек отсидел неправомерно, почему им нельзя его карман трогать? Нет, у нас Пусть он есть... почувствует своим карманом, что он неправильно сделал. Но для этого, опять же, тот, кто отсидел и который считает, что он незаконно его осудили, он должен подать иск. Ему подают. А ему никто не запрещает сегодня Ну, подавать. хорошо. Да ради а в бога. чем тогда проблема? Вот вы говорите, там законы такие. Вот был случай, председатель Верховного суда, по-моему, Айна Штокпаева такую вещь заявила, что в любом процессе будет кто-то виноват. Ну, правильно, так. Поэтому правильно говорит. недоволен будет. Да, одна из сторон будет недовольна. Две стороны Всё судятся, правильно. один кто-то виноват. Да. Получается, тогда зачем законы вообще? Раз все равно кто-то будет недоволен, можно никаких законов не принимать в расчет, можно никаких процессов не проводить, просто бросить жребий. Вы победили, а та виновата. А если жребий попал в эту сторону, вы победили, этот виноват. Получается, это никакой судебной системы вообще не надо, получается. Нет, она И это должна. говорит представитель Верховного суда. Нет, она правильно сказала, что всегда будет из двух. У нас же судятся не 10 человек сразу, а двое судятся. Понимаете? Особенно вот в вопросах хозяйственных спорах. Две стороны судятся. Одна проигравшая это, другая там победившая или наоборот. Действительно, она правильно говорит, что одна из сторон. И вы утверждаете, что не надо судебной системы. Она Нет. нужна. Если так подходить, все равно кто-то будет Это- недоволен. Это во всем мире так, не то, что Нет, у нас. подождите. Тогда Всегда смотрите, так. судья или там коллеги должны принимать такое решение и так внушить и доказать, что виноватый человек не будет недовольным. Он поймет свою вину. Уважаемые ведущие, я с вами согласен, но у вас такое несколько романтическое, наивное представление. Понимаете? А жизнь более жестокая. И очень много разных вариантов у судьи принять решение, правильное или неправильное. Она может и сознательно принять неправильное решение, она может и сознательно принять правильное решение. Тут много факторов на нее будет, на него, на нее понятно. Но влиять. не надо говорить, что все равно кто-то будет виноват. Точнее, все равно кто-то будет недоволен. Так нельзя подходить. Почему? Надо, Всё чтобы этот недовольных не было, Но вы- чтобы виноватый вы- понял свою вину. Вы говорите об идеализме. А в судебной так не бывает. Жизнь Ну гораздо тогда суровее. ничего не надо делать и сидеть, Почему? ну вот Нет, так. нет. Идеального ничего нет, Нет. давайте. У нас тогда для статистики вам. Ага. Значит, у нас время гражданский, подходит к да, концу. гражданский кодекс – это более 700 статей. В Гражданском кодексе. Гражданско-процессуальный кодекс точно такой же, приблизительно. То есть, понимаете, 1500 статей, конкретных статей, там, допустим, ну, условно я скажу, 298-я Гражданско-процессуального или Гражданского кодекса, да, она подразумевает, что У нас если... время кончается. Да, если человек не участвовал в сделке между двумя, то он не может нести солидарную ответственность. Вот она четко написана и так далее. Ну, все статьи четко написаны, но все равно решения неправильно принимаются. У нас Почему? время Потому подходит. что я опять Потому возвращаюсь... что нет совести у этих судей. Нет, не в совести. Потому что нет процедуры, нет схемы, чтобы судья несправедливо принял решение. Вот. А Он должен, схема я предлагаю. Согласно закону, он должен принимать решение только согласно закону. А он и принимает. Ну, как это? Нет, вот он говорит, 298 это одна статья, а 46 статья наоборот говорит, или У 138. нас время подошло к концу. Всё. Ну, в общем, одно. Но- Понятно, что реформировать надо, потому что вся Причем эта система на- прогнила. Причем на именно районном уровне, в первую Ну, очередь. на всех уровнях. Есть, конечно, Спасибо еще вам. другие как бы, моменты, Время, у но нас уже время подошло вышло. к концу. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Гани Калевич. Абдрасилов, экс-советник премьер-министра и советник второго класса, да? Государственный Государственной советник второго службы. класса. Государственной службы второго класса. Да. Спасибо А большое. сегодня пенсионер. До свидания. До свидания.